Приемная кампания в самом разгаре. Об этом поговорим сегодня в программе интервью. Здравствуйте. В частности, как приемная кампания проходит в Уфимском институте искусств имени Загира Исмагилова. Я представляю гостя в студии Ильмар Аль-Мухаметов, исполняющий обязанности ректора вуза. Здравствуйте. Добрый день. Ну, у вас горячая пора. Приемная кампания, мы уже говорили о том, что она в разгаре. Как она проходит? Есть ажиотаж? Ну, в этом году, как, впрочем, за последние 3 года, когда я ректор вуза, я вижу рост. Я вижу рост интереса, я вижу рост заявлений поступающих ребят, и это радует. Как говорят демографы, что еще года 2 это будет, а потом начнется спад. И мне хотелось бы, конечно, творческое направление, оно всегда испытывает дефицит кадров. Талантов много не бывает. И чтобы воспитать талант, нужно начинать его воспитывать с малых лет. И это очень большой и трудный путь, потому что наравне с обычной школой ребенок творческий ходит в музыкальную школу, ходит в художественную школу, ходит в танцевальный кружок. И потом, чтобы ему дальше поступить в творческий вуз, соответственно, ему нужно сначала закончить училище специализированное, а после училища уже получить высшее образование. Это долгий путь, и он требует и терпения, и работы над собой, и, естественно, полной самоотдачи. Творческий человек, он реализуется в течение всей своей жизни. И это путь, который не рассчитаешь там на 1 год или на 2. И родители, когда отдают ребенка в музыкальную школу, конечно же, понимают, а вырастет из его ребенка новый Рихтер или Мацуев, или он вообще станет композитором, или ему это просто нужно для общего развития. Здесь нужно смотреть на ребенка. Это очень важно в этом возрасте понимать, кто же из него вырастет, физик или лирик. То есть сейчас, я правильно понимаю, самый главный совет, с нуля студенты к вам прийти не могут. Вот в 10 классе, если он решил, что он готов стать музыкантом, он не может просто так прийти в Институт искусств? Нет, конечно. К нам приходят уже, если мы берем консерваторию, у нас вуз делится на 3 направления. Это академическая музыка, консерваторское образование, где представлены все виды оркестровых и народных инструментов. Также представлен вокал, академический вокал, представлено дирижирование, представлена композиция, это где учат писать музыку, где мы учим композиторов. И, соответственно, направление театральное. Вот там после 11 класса можно прийти. На актера, на режиссера, пожалуйста. За 4-5 лет мы научим жить театром, любить театр, но для этого нужен талант, нужны способности. И, как в любом творческом вузе, пройти творческие испытания. И 3 направление – это художники. Художественное отделение, где у нас учатся скульпторы, живописцы, графики, дизайнеры. Вот, собственно говоря, я вам рассказал, это профессиональное искусство. И чтобы прийти в профессиональное искусство, нужно иметь базу. Даже поступая на направление звукорежиссуры, если ты не владеешь музыкальной грамотой, то ты сначала поступаешь на подготовительное отделение, где ты будешь изучать, как в музыкальной школе, просто ноты. То есть, по сути, ЕГЭ не так важно, как творческие конкурсы. А какие творческие конкурсы в этом году? Какие, имею в виду, творческие задания при поступлении? Они отличаются чем-то от прошлогодних? Нет, это стандарт при поступлении. Если это музыкальное направление, то, соответственно, смотрится техника исполнения на инструменте, сложность самого произведения, как его исполняет абитуриент. В театральном направлении это, соответственно, стихотворение, басни и проза. Дальше смотрятся физические данные, соответственно, есть ли дефекты речи у человека. Ну а художники рисуют, естественно. Ильмар Разинович, какие в этом году есть новшества? Я имею в виду в приемной кампании, может быть, какие-то новые направления появились? Новые направления у нас появились в прошлом году. Мы набрали курс кинорежиссеров, первый курс в истории Республики Башкортостан.
когда мы учим у себя в республике на базе нашего вуза кинорежиссеров. То есть не отправляем куда-то там в Москву, Санкт-Петербург, а у себя учим. И этот курс ведет Айнур Аскаров. Вот выпустим ребят и будем по новой набирать еще. Сейчас мы проходим лицензирование на операторское искусство, на продюсерское направление. И я думаю, это тоже будет востребовано. Почему? Потому что вы, работая на телевидении, понимаете, нужны и операторы, и звукорежиссеры для того, чтобы направление цифровое, которое сейчас очень сильно востребовано, оно должно в первую очередь обслуживаться специалистами. И эти специалисты должны быть с высшим образованием. Да, когда вы сказали, что у вас появятся новые направления, операторское и так далее, у меня загорелись глаза, потому что это действительно очень важно для телевидения, потому что здесь должна быть очень четкая картинка, это надо видение. И нашим операторам пока приходится ездить в другие города, и это здорово, что у нас появится такой факультет и такая специальность. Вот, кстати, по кинорежиссуре, после первого года есть кто отсеялся? Нет. Это был такой интересный набор. И когда Айнур набирал этих ребят, он буквально вот за каждого сейчас бьется. И если там его студент, ну, скажем там, похулиганил, или не пришел на какую-то лекцию, или не сдал какой-то предмет, Айнур обязательно звонит и говорит, ну он же талантливый, поймите. Ну, как-то пойдите навстречу. Ну, конечно, идем навстречу, но это не говорит о том, что талант должен лениться. Талант должен трудиться. Я знаю, что у вас в ВУЗе есть еще и школа китайского языка. Да. Как вы ее развиваете и почему решили ее развивать? Все дело в том, что у нас ежегодно поступает несколько человек из Китайской Народной Республики, и у нас есть, скажем так, творческие связи с китайскими вузами. С ними мы сейчас ведем разговор о том, чтобы придумать сетевое образование в области профессионального искусства. И было предложено, что ребята, которые приехали к нам учиться, они чтобы учили не только русский язык, но еще и могли преподавать китайский язык желающим. У нас замечательный преподаватель, девушка, которая вот буквально в этом году получила диплом, у нас, закончив вуз, прекрасно говорит на русском и замечательно преподает китайский язык. Оказалось востребовано, и вот уже 4-й поток, мы будем с 1 сентября ждать всех желающих. Обучение 4 месяца, 3 раза в неделю. Я думаю, что это желающим, цена у нас невысокая. Звоните, приходите, учите китайский язык, и в то же время, может быть, что-то выберете и из профессий творческих, потому что, как вы знаете, второе образование, творческое, если выбирает человек, оно бесплатное. Важная заметка. Ильмар Разинович, а расскажите, вот что бы вы сказали нашим зрителям, те, которые планируют, думают, поступить ли им в Уфимский институт искусств? На что нужно сделать упор? Если не в этом году, то, допустим, в следующем. На что нужно сделать упор родителям? Мы, конечно, об этом с вами говорили, но вот именно вот сейчас такие вот прям вот по пунктам условно советы. Если вы заканчиваете среднюю школу, ваш ребенок заканчивает, то он, соответственно, должен выбрать ЕГЭ, предметы, это русский язык и литература. Вот. Это 2 предмета, по которым мы принимаем документы. Вот. И проходные баллы невысокие, так что нужно, соответственно, набрать этот балл. Второй момент. У нас проводятся подготовительные курсы. Конечно же, приходить на них, смотреть, дни открытых дверей и знакомиться уже с преподавателями. Преподаватели кафедры обязательно дадут вам ценные советы, обязательно скажут, какого числа начинается прием документов, вступительные экзамены, какие будут специфики набора. Вот вы сможете задать свои вопросы в ВУЗе, то есть про общежитие, про студенческую жизнь, про фестивальную жизнь, ну, про все. Потому что ребята,
те, которые уже к нам приходят после училища, они уже знают практически, чем живет вуз, какие специальности есть, какие преподаватели и профессоры работают у нас в вузе, им попроще. А вот те ребята, которые приходят со школы, им, конечно, нужна такая вступительная часть. Но причем, я так понимаю, что двери вуза открыты, и можно прийти, вы говорите, и пообщаться и с преподавателями, и в целом проникнуться атмосферой. Да, я думаю, что любой вуз абсолютно открыт для любого абитуриента, для любого человека, который интересуется будущей своей специальностью. Ильмар Разинович, спасибо огромное, что пришли сегодня к нам в студию, рассказали о том, чем живет вуз сейчас, что есть новые направления, и самое главное, что двери вашего вуза открыты. Спасибо. Спасибо. Это была программа «Интервью». Спасибо, что были с нами.